Хайырлы акшамлар на телеканале АТР Мыз-Мызлар. И, как всегда, в студии ее ведущие Эмилия Джипар. И Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Февзия Якубов. Хош келдіңіз. Салоныз, қадайштарым. Февзия, университет уже несколько лет в топе 200 вузов Украины, да, рейтингуется. Я был последний раз помню, был где-то на 150-х, 170-х местах. Да, Какие да. амбиции у вас, вот как у ректора ученого, до какого уровня довести университет? Ну, если говорить в виртуальном плане, то я его хочу довести до уровня Кембриджского университета. Но если исходить из реалий, то, несомненно, если мы не достигнем, по крайней мере, не будем находиться в первой пятидесятке вузов, лучших вузов Украины, то нашему поколению, крымтатарскому поколению, она у нас основная составляющая, то мы не будем никогда в передовых. Должно быть, молодежь должна получать классное образование. Кембридж славится своими выпускниками, среди которых есть нобелевские лауреаты. У вас есть такие амбиции, да? То есть есть памятник возле университета будущему лауреату Нобелевской в виде премии. яйца и шапочки, да? Да. Я просто так очень коротко скажу. Понимаете, дело в том, что лауреаты Нобелевской премия это самая престижная премия в ученом мире. И знаете, такие данные. Значит, 52% лауреатов Нобелевской премии лица еврейской национальности. Вот я очень часто пишу о евреях, пишу, потому что знаю их историю, я считаю, неплохо. И все время тяну наш народ, нашу молодежь вот к той системе вхождения в мир, в каком работает вот эта мною очень уважаемая нация. Что конкретно мы можем перенять у них? Прежде всего и главным образом перенять стремление к образованию. Вот культ образования у евреев, наверное, больше, чем у кого-либо. Будь то корейцы, будь то немцы, такие образованные, организованные и так далее. Да, но большинство их вот, лауреатов, даже евреев или в целом лауреатов Нобелевской премии не из Израиля, они из Соединенных Штатов Америки, из европейских стран, там, где наука, фундаментальная наука развивается. А фундаментальная наука — это всегда, по-моему, ассигнование, да, это теоретики, это люди, это мыслители, да, прежде всего. Это монополия богатых государств. Хотим мы этого или не хотим. У нас этого уже не будет. Значит, я думаю, что у нас это может быть, и у нас это должно быть. Просто-напросто всему время Хадашим, понимаете? Я не думаю, что, скажем, именно в Крыму он может быть. Но я очень хочу, что какой-нибудь воспитанник нашего вот сегодняшний день провинциального университета нашего где-то окажется в другом вот великом университете, пусть это Сорбонна, пусть это Кембридж или Гарвард. И я думаю, что формируясь там, он все-таки пронесет наш дух и, став лауреатом Нобелевской премии, вернется к нам, будет читать лекции нашим Но студентам. пока ваши выпускники славятся своими эстрадными достижениями. Да? Даже когда вводишь в Википедии университет, пишутся выдающиеся выпускники. Это Эльнара Кучук, певец Демирель. И по этому поводу иронизируют, что да. вот в ВУЗе вроде много технических специальностей, а самыми выдающимися танцующие и поющие считаются. Совершенно правильно. Дело в том, что, понимаете, вот петь и танцевать, наверное, еще должны быть природные такие данные. А технические вузы, я вам скажу, у нас есть очень известные специалисты, скажем, возьмем завод «Фиолент». Там работает более 100 человек наших выпускников, и сегодня они ведущие специалисты. Но инженерная наука такая, что она, понимаете, она немало поддается шоу. Это творческая работа, и кроме этого, стать инженером очень заметным, скажем, типа там очень известных там ученых Друфорда там и так далее, это требует времени. Инженерная наука, она такая. Ваш коллега Поплавский имеет природный талант петь и танцевать? Да, мне без конца говорят, давай, говорят, вместе споем. Значит, Кто говорит, сам Павловский? Нет, наши музыканты. Ну вот я не знаю, вы были или не были, вот концерт был буквально на той неделе, 85 лет Аляра Алимову. Я ему без конца ставил один и тот же вопрос. Алярам, ты учился у Галины Улановой, у Мессесера учился, у таких самых знаменитых специалистов Советского Союза. Если, говорю, ты не говоря образным языком, не заделаешь этого Поплавского, мне, говорю, я себя буду чувствовать плохо. Я хочу сказать, вот я не знаю, вы были на концерте или нет,
концерт сам по себе, конечно же, был достоин конкуренции с фирмой Поплавского. Он великий специалист, танцор, аляга. И у нас действительно ансамбли, вот здесь мы имеем успехов. И это, наверное, достигается гораздо быстрее, чем, скажем, инженерной науки. Я с вами полностью согласен. Кроме этого, инженерные науки, это, они требуют очень больших материальных вкладов. Вот я хочу вернуться к этой скучной, может быть, Теме. теме. Тот же ученый, о котором прославил нас на весь мир, вот буквально недавно появившийся во всех медиа, это Али Алиев, Али Алиев, эти нанотрубки, так называемая ткань-невидимка, да, как ее назвали. Университет Это было Техаса. достигнуто им. Он учился в Харькове, да, мы читали это в интернете. Он сделал научную карьеру первые годы в Узбекистане, но реализовывается как ученый в Соединенных Штатах Америки. Как и со многими учеными вообще со всего мира это происходит. Ну, в крайнем случае, это несколько европейских крупных стран и сегодня Китай, да, вот где наука очень сильно развивается. Извините, что я так долго говорю. Вот недавно в «Зеркале недели» в последнем прочитал, что Китай по количеству патентов в химической промышленности, это новые материалы, вот вышел на первое место, обогнал там Японию и Соединенные Штаты. То есть я понимаю, что наука – это прежде всего в богатых странах. А богатые страны – это те, в которых развивается наука. Это замкнутый круг. Вот вы с высоты своего опыта, как вы видите, или мы в том состоянии, в котором находился вот исламский мир к 15 веку, который был лидером науки, а потом захерел, и все закончилось в исламском мире, в арабском мире, в персидском мире в области науки. Может быть, наш пик научный в Советском Союзе прошел, может быть, сейчас это остатки, а вы последний из Магикан, а дальше остается только танцевать и петь. Нет, вообще состояние науки в Украине, если сказать плачевное, то большую ошибку можно не совершить. К сожалению, это так. Вот хочется не плачевность. Есть ли выход? Вот вы видите, куда двигаться этой науке? Или вы всем пожелаете, уедьте и реализовывайтесь там уже? Приблизительно так. Это будет определенный этап такой, когда ищите себе место, будьте востребованными, определяйтесь вот в востребованном варианте. Али Алиев, кстати сказать, он начинал в Южной Корее. Он был у меня, когда он был в Южной Корее, потом он был востребован, потом его попросили, его пригласили в Сиэтл, по-моему, да, это в Америку. Значит, то же самое. У нас работает брат-сестра Азизе и Тимур, так вот, ихний сын сейчас тоже работает в Америке. Причем он молодой человек, он окончил магистратуру и востребован очень серьезным университетом, имеет очень большую перспективу в науке. Я просто это говорю к тому, что наше положение малочисленного народа в этом плане, который не имеет материальных ресурсов для этого, значит, мы не можем ориентироваться в этом плане вот такого. Мы должны быть ориентированы на то, что мы должны быть востребованы, мы должны оказаться в ведущих университетах, в ведущих научных центрах мира, и наш крым-татарский менталитет нас должен звать все-таки обратно сюда, чтобы здесь что-то создавать. Я Али сколько раз говорил, и сейчас вот продолжаю говорить постоянно о том, что хватит тебе, давай создавай какую-нибудь лабораторию на базе нашего университета. Значит, есть очень хорошие физики, есть толковые ребята, поверьте мне, очень хорошие толковые ребята. В которые вкладывают. Ты говоришь, здесь получишь совершенно другое имя, другой имидж. Но надо с чего-то начинать, да. Он каждый раз мне, вот он, если бы слышал, я мог бы упрекнуть, он каждый раз говорит, ты, говорит, настолько, говорит, мне, говорит, правильные идеи говоришь, я, наверное, говорит, займусь, ну а дальше, значит, видимо, тоже текучка заедает. Хорошо, та же лаборатория по созданию этих углеродных трубок. Вот какой порядок цифр, чтобы создать такую лабораторию? Порядок цифр будет обязательно миллионный. Это только миллион. Это только, если хотим иметь на высоком уровне. У меня вопрос был в десятках миллионах или... Нет, миллионный. Миллионный уровень хватает. Скажем, тогда, когда он занимался, там надо было десятков миллионов. Надо было. Сейчас уже эта технология достаточно неплохо развита. Причем для Крыма она очень нужна. Это именно использование световой энергии, солнечной энергии. Она очень нужна. Сегодня Китай, кстати сказать, вот вы Китай сказали, нетрадиционные виды энергии. Так, Китай сегодня значит, производит 60%, 59,8% вот этих тепловых батарей.
в мире. Они занимают первое место. Кстати сказать, Америка сидит только на третьем месте вот по этому А производству. вот говоря об альтернативных источниках энергии, вы считаете, вот сейчас это ведь на самом деле огромные деньги, да? Да. То есть нефть и Да, газ, да, за да. ними стоят целые ТНК, за ними стоит государство. Выгодно ли им, чтобы развивались альтернативные источники энергии? Значит, непременно невыгодно. И это будет еще, пока еще конкуренции такой нету. Но конкуренция, она вот уже наступает, понимаете? То есть автомобиль на воде уже есть. Да, на воде, на электричестве и так далее. Уже экологические проблемы решаются. Пожалуйста, Англия, вот я буквально в прошлом году был, я катался на автомобилях, которые ходят на батареях, на электрических батареях. Значит, знаете, арабский мир, который владеет большими ресурсами, я всегда говорил о том, что арабский мир подарил это арабскому миру, как Бог подарил ему это, потому что Мухаммед оттуда. Я так вот, значит, объяснял. И, говорит, на сегодняшний день все-таки арабский мир не совсем компетентно пользуется этим своим богатством. Вы вот посмотрите, я задавал всегда один и тот же вопрос. Говорю, во всем арабском мире нет ни одного самолетостроительного завода. Это значит, там нет высоких технологий. И в тот момент, когда вот эта альтернативная энергия будет становиться дешевле вот этой нефтяной или газовой энергии, тот же самый арабский мир будет садиться в лужу. Та же самая Россия будет, кстати сказать, садиться в лужу. И это долго не будет. Понимаете, прогресс идет очень сильно. Прогресс идет очень сильно вверх. Вот вы затронули тему религии. Какие у вас взаимоотношения с религией? Значит, первое, я верую и серьезно верую, так, не в шутку. Но у меня, я бы сказал так, вера во мне закладывалась еще моей бабушкой, моим дедушкой, и я несу с собой эту энергию, вот эту веру в том варианте, в каком мне ее закладывали. Знаете, на сегодняшний день вероисповедание, будь то христианское, будь то мусульманское, она тоже претерпевает большие деформации. И появляются самые такие экстремальные течения. Они характерны для всего. Значит, понимаете, идет какой-то... Вот в Фейсбуке вас тоже обвинили в том, что вы закрыли комнату для моления для намазов в университете. Совершенно правильно. Совершенно правильно. То есть наука должна быть отделена от религии. Да, значит, наука должна быть... Я не сказал, что она должна быть отделена от религии. В университет люди пришли, они должны заниматься профессиональным своим делом. Значит, вне политики, по закону так, университет вне политики, университет вне религии. Поэтому действительно ко мне обращались неоднократно. Я им даже показал комнату рядом с университетом. Говорю, пожалуйста, займите, оплатите там по 5-10 рублей, сделайте, приведите его в порядок, молитесь там. В университете, значит, вы должны заниматься науками, вы должны становиться специалистами, тем более закон это мне не разрешает. И в то же время говорят, что у вас было некое сотрудничество с программой «Окно в Америку», где преподаватели или кто-то, участники программы занимались христианской миссионерской деятельностью. Да, было Значит, это... знаете, я скажу вам так, это очень... миссионеры, они такие, они же, понимаете, они по извилинам ходят, и они проникают, вы ничего не знаете. Например, у меня в свое время, это лет 7 или 8 тому назад, оказался миссионер из мусульманской нашей религии, который был экстремального варианта, и его разыскивал в международном розыске. Я смеюсь и говорю, вот ведет же программу, которая по телевидению по всему миру катается. Сейчас, он приезжал даже ко мне в розысках его, но он уже уехал, он был от нас уволен, он немножко у нас проработал, что он не поймал. То же самое вот самое, миссионеры это. Да, правильно, одно время мне пронесли пару этих листовочек, или там, что вот миссионер. Я говорю, где он, что он? Я начал искать, и потихонечку они рассосались. То есть я не хочу сказать, что все так это самое. Это университет, люди заходят. Вы говорите, что университет должен быть вне религии и вне политики. Вне политики. В вашем кабинете висит портрет второго президента Кучмы. Это дружба? Значит, я скажу таким образом. Вы знаете, создание университета – это дело очень сложное. До сих пор мои коллеги не верят, что вот без ничего, с чистого листа, без ничего, без письменного стола, вот появился этот университет, где сегодня 6 с лишним тысяч студентов. Вот, как вы сказали, все-таки первую ведущую 200-ку входит. Вот здесь надо задать вопрос все-таки, кто приложил самое главное усилие. Я всегда говорил и буду говорить, что без Леонида Даниловича Кучмы, значит,
этот университет бы не состоялся. И первым шагом к этому было то, что мы с ним не прямые коллеги, он несколько в другой, он в физико-технической области, а я машиностроитель. Но я спекулировал на том, что в Днепропетровске на одной из таких мощнейших конференций, значит, он выступал, и я там выступал. Это было в советское время. Конференция была закрытая. Есть сборник трудов, где его публикация, моя публикация. И в 1997 году, когда мне он вручал в Ливадийском дворце звание заслуженного работника образования Украины, я сразу же с этим сборником к нему получил, во-первых... Откровенно, можете сказать, что ректор любого госвуза, он вынужден дружить с властью? Непременно, Он непременно, менеджер. непременно. Он менеджер. Да, он менеджер. Госменеджер причем, Менеджер, да. да, госменеджер. И Леонид Данилович очень спокойно отреагировал, и, знаете, и отсюда пошло. Более того, я вот прямо на тексте говорю здесь вот по телевизору. Я еще одну сделал такой хитрый шаг, вот менеджерский будем его называть, а простонародье говорит, если татарин не хитрый, какой он татарин, так? Значит, я Леониду Даниловичу говорю, у вас, говорю, сейчас отдыхает здесь Каримов, президент Узбекистана. Я, говорю, вас попросил передать ему привет лично от меня. Ну, если, говорю, я не знаю, в какое время я имею на это право или нет, от крымских татар, потому что, говорю, мы в Узбекистане столько лет прожили, и мы благодарны этой земле, что она, говорю, нас приняла, и мы там выросли и так далее. Это памятник дружбе Крымской Да, вот оттуда появился. Это ваша идея, да? Да, это моя идея, это моя. Я еще ее в 1997 году описывал, эту идею. Но вы уже были здесь, вам не надо было уже с Каримовым дружить. Вот Не, как это появилось? Вот никаких. Так, сейчас я скажу. Так вот, после этого проходит дней 7 или 8, мне звонит Верховный Совет и говорит, вас, говорит, срочно надо ехать в Ялту, ждет, говорит, вас там президент Кучма, будет встреча. Я переоденусь, подождите, я же к президенту, нету времени, уже надо ехать. Встреча была без галстука. Да, без галстука. Я приехал. Нет, ну там действительно его встречали там все руководство Крыма. Я в самом хвосте стал в конце. И вышел Леонид Данилович, он со всеми поздоровался. Я в самом конце, он на меня так внимательно посмотрел и говорит, Якубов. Я говорю, да, Физик Якубович. Он говорит, так вот, вчера, говорит, весь вечер Ислам Каримов, президент Узбекистана, он, говорит, был у меня в гостях. Весь вечер, говорит, он, говорит, рассказывал о вас. Он, говорит, прекрасного мнения о вас. Но, говорит, правда, в конце сказал, что будьте с ним осторожны. Он очень был активным комсомольцем. Ярым комсомольцем, он сказал. А еще вы считаетесь князем, правильно? Ведь ваши предки старинного рода Хаябаев. Вообще-то саитом, это от ученых, да. А расскажите вот о вашей истории, Значит, вашего рода. история, знаете, я, к великому сожалению, в моем роду не знаю очень глубокую его историю, это моя беда. Но дед мой был религиозно очень образованным человеком, Занджирал медресе он окончил, и, значит, в 1937 году он из Евпатории переехал к себе родное село, потому что его преследовали уже как религиозного деятеля. Значит, но в любом случае, в 1937 году мне мента из 40 дней мне не было. Его забрали, расстреляли. 3 его сына по сегодняшний день так и не смогли его найти, где он, что он там. Он старый был человек, его расстреляли. Но в любом случае, в нем был этот дух. Я просто хочу сказать о том, что вот до 40-х годов я маленький, здесь, в Крыму, мама меня никак не пускала к нему в его комнату, потому что говорила, что я грязный, что я испачканный, что я не такой, 5-6 лет пацану, мальчику. И пускала меня только на праздничные дни туда, после омовений, после того, когда я оденусь и так далее. И вот перед моими глазами все время эта комната, это, представь себе те годы, и одна стена полная, засланная книгами. Понимаете, значит, это был человек образованный. В любом случае, вот так вот было. А еще я знаю, что вы любите уединяться в Евпатории, если не ошибаюсь, да? Вы пишете там? Да. О чем пишете? И, знаете, во что ударит, по большому счету говоря. Во что ударяет. Во что ударяет. С одной стороны, мне очень жалко, и я очень часто возвращаюсь к той научной теме, которой я занимался. И это, понимаете, это как... капает по голове, бьет по голове все время, и приходится что-то там искать. Нет, да, я уже не экспериментирую, писать надо. Вот сын выходит сейчас на защиту, Чингис, да. В какой области он? Он в машиностроении. Сейчас он в Германии. Бог даст, значит, он сейчас вот на немецкого доктора должен защитить.
Значит, у меня с ним все постоянно дискуссии, потому что моя система мышления, его система мышления – это одна и та же область. Не очень совпадают наши взгляды, и мы на этой дискуссии очень часто рождаются хорошие мысли. У вас 12 авторских свидетельств на изобретение. Да. Что изобретали? Я изобретал очень много. 12 вещей – это просто то, что я успел оформить. Вот А без самое этого... главное ваше достижение. Я бы сказал области так. науки. В области науки самое главное вот в чем дело. Понимаете, это есть его величество, мы говорим, металлургический инструмент. Все равно, как дома хозяйка не может обойтись без ножа. Без ножа. Никакое машиностроение без этого его величества металлургического инструмента обойтись не может. Инструмент удовольствие дорогое, оно нелегкое. Огромные станки, а его работа вся определяется вот этим маленьким инструментом, который снимает там стружку, какое-то изделие. Так вот, этот инструмент упрочнить. Вот. Значит, все его упрочняют разными методами, внешние воздействия оказывая. А мне удалось показать, что в самом процессе резания этот инструмент упрочняется. То есть сталевая пластина. Да, это вот режущий инструмент. Вот за эти 18 лет у студентов появились ли в инженерных специальностях ученые, вот, которые ушли в науку? Конечно, да. Уже в Крыму, уже в Крыму 3 моих ученика защитили диссертацию, и они продолжают работать уже в Крыму. Это хороший показатель? Знаете, показатели сейчас трудно сказать. Дело вот в чем. Украина, к сожалению, великая машиностроительная держава, находится сейчас в хилом состоянии. Трудно сказать. Но идеи там очень прогрессивные, эти идеи воспринимаются. Вот, скажем, вот тот же самый вот Чингис, до него Азиз Алиев, там был тоже мой аспирант в Германии. Немцы наши идеи воспринимают, и мы работаем с ними. Там Чингис не работает на идеях Германии. Наоборот, он там тащит нашу идею, работает с нашими идеями, но там приборная техника, оснащение и так далее. То есть то, чего нет у нас. Вот вы сейчас сотрудничаете, естественно, с Стамбульским техническим университетом, да? На каком уровне, как если сравнивать вот Украину и Турцию сейчас в научной сфере или в технической, научно-технической сфере? Я приведу реальным примером. В прошлом году Николай Васильевич Багров, это ректор ТАНО, и я, мы были в Московском госуниверситете на очень большом симпозиуме, где собрались по процессам нанотехнологий, нанопроцессы сегодня. Выступает Садовничий, ректор МГУ, и говорит о том, что ему отпущено государством 3 миллиона долларов исчислений на проведение исследований по нанопроцессам. Николай Васильевич Багров говорит: слушай, смотри, говорит, что тут делается. А мы что, говорит, имеем? Я сижу, молчу, говорю: Николай Васильевич, если вы плачете, я должен реветь. На завтрашний день выступает ректор Стамбульского технического университета. Мухаммед Шахин. Да, Мухаммед Шахин выступает, и он очень спокойно заявляет о том, что ему выделено 30 миллионов на исследования по нанопроцессам. Вы понимаете? И я, конечно, после этого опять хитрый татарин. Я быстро побежал к нему, начал знакомиться. Вошли в контакт. Да, вошел в контакт и так далее. У меня сейчас с ним договор. И этот Вот контакт закончился тем, что он готов финансировать полиэтнический центр. Этот контакт закончился тем, что я сейчас скажу о политическом центре. Значит, закончился тем, что вот наш проект, 900 тысяч гривен мы туда израсходовали, проект не завершен, он проектировался как единый корпус, комплексы и так. Мухаммед, он молодец, он оказался достаточно рациональным, он мне говорит: не пойдет, говорит, твой проект, так давай будем собирать деньги под твой проект, только сделаем так. Я, говорит, отправлю тебе архитекторов, и мы раскидаем твой полный проект на несколько корпусов. 9. Да. Там 7 корпусов сейчас получилось по его проекту. И ты сможешь тогда на каждый проект привлекать какой-нибудь университет. Да. И вот у него 33 человека приехали в прошлом году. Это все были выпускники архитектурного факультета. Они сделали 33 проекта. В Стамбуле это была выставка, причем очень серьезная была выставка. Решения там были молодые же люди. Решения были интереснейшие. Сумасшедшие решения тоже были. Значит, короче говоря, мы сегодня сейчас уже выбрали оттуда один проект. Вот этот проект мы планируем построить таким образом здесь, в Крыму. И под него сейчас мы прошли 16-17 ноября в Организации Объединенных Наций слушания. Проект принят Организацией Объединенных Наций академическим отделом. И Организация Объединенных Наций намерена
собирать, значит, помогать нам в том, чтобы донорские вливания Проект были. оценивается во сколько? Значит, в Это том проект варианте политехнического центра? политехнического центра. Значит, Вот я этого немножко не понимаю. Что такое политехнический центр в техническом вузе? не, мы не технический вуз. Мы Вы не технический вуз. у нас и гуманитары, и технический, и что угодно. Над этим надо мной очень часто смеются. Не перешел ли перекос в гуманитарную Да, сферу? Вот, не- на не- ваш взгляд? ну, То есть, с одной стороны, взращиваем инженеров, а тут дорогой, вот... да. Значит, понимаете, вот в чем дело здесь, раз к этой теме перешли. В советское время вузы были специализированы, узкоспециализированы. И надо сказать, что здесь было очень много преимуществ, очень много было плюсов. Вот. И советская система образования вообще была хорошая система образования, кто бы что ни говорил. Но мы уже наклонились в сторону Европы, Болонский процесс. А Европа, европейские университеты никогда не были моноуниверситетами. Там и медицина, там и искусство, там и... Вот тот же самый Стамбульский технический университет, там и медицинский факультет, там и архитектурный, там машиностроительный, там консерватория при этом университете и так далее. Значит, а у нас, когда университет создавался, я исходил из того, что нам, крымским татарам, надо менталитет свой возрождать, с одной стороны. Поэтому крымтатарский язык, литература, поэтому история, поэтому конструирование одежды, поэтому искусство, понимаете, поэтому начальные классы, то есть вот то, что я говорил. Значит, это, он получился так моно. Но вот эти специальности, которые я вам называю сейчас, это девичьи специальности. Это девичьи специальности. Но у нас сейчас много мужчин. 50% мужчин, грубо говоря, так, с приближением. А что будет с мужчинами, если мы сейчас им не дадим здесь в концентрированном виде такого образования, они уйдут. Они уйдут. Кому тогда, кому мужчин замуж куда выходить, произойдет? когда произойдет утечка мужчин. Поэтому мы создали специальности инженерного направления такие, каких нету в Крыму. То есть мы закрывая ту брешь, которая была. Поэтому я говорю, и завод «Фиолет», и завод «Продмаш», и другие многие заводы. Мы очень А хорошо предусматривали создание центра какие-то наличие лабораторий технических? Либо Нет, это... центр несет в себе большую такую сугубо гуманитарную цель. А именно, это должен быть центр толерантности. Понимаете, вот о толерантности очень любят говорить журналисты, ваш брат любит говорить, политики вообще на этом деле с ума сошли. Но это только разговор, это виртуальная тема. Что такое толерантность, с вашей точки зрения? Толерантность – это есть энциклопедическое определение, это терпимость друг к другу, уважение друг к другу. Вот так она определяется. Значит, или мы будем искать друг у друга что-нибудь такое не нравящееся и на этом строить политику, так разжигать, как сегодня политик делает. Или же надо иметь уважение друг к другу. То есть это не ассимиляция ни в коем случае, а именно уважительное отношение друг к другу, признание культуры друг друга. А это волшебной палочкой не падает. Это должно быть... Когда 8 лет назад вы стали доверенным лицом Януковича на выборах, да? да. У вас вот, толерантность с Мустафой Джемилевым нарушилась, по-моему, Да. по отношению друг к Да, другу, да. да? Потом как налаживали эту толерантность? Ну, вы знаете, что я скажу таким образом. Ну, жизнь есть жизнь. Жизнь ставит свои проблемы. И когда, ну, что об этом говорит? Появился Ющенко, и мы видели за 5 лет, что проходило с Ющенко, так? Я вас вернусь сейчас- к взаимоотношениям с Джемилевым. Вот. Ну вот, значит, совершенно спокойно мы ставили о том, что я шел к Януковичу не потому, что я хотел там выдвинуться по должности. Слава богу, мне уже и тогда было столько лет, мне должность не нужна была. Вы же сказали, да, это я менеджер университета, мне надо было Это был решать. такой менеджерский Да, ход. Это менеджерский ход, мне надо было дать импульс и развитие университета. Если бы вы не сейчас- стали тогда доверенным лицом, что бы было? Я думаю, что, может быть, и особых таких изменений не было. Но дело в том, что и развитие в университете не получилось. Все-таки мы за эти годы получили очень сильное развитие. А сейчас отношения с нынешним президентом как складываются? Молчаливые? То есть Да. Толерантные очень. Толерантные, А специальным молчаливые. меджлисом? Достаточно приемлемый, достаточно хороший. А с меджлисом в целом сотрудничество? Вот. Очень- Как вы видите? Очень И как- нормальное. И опять-таки, вот такой, ну, негласно никто этого не оставил. Значит, университет не политическая организация. Значит, поэтому я стараюсь все время держаться вне политики. Но дело в том, что
университет работает на возрождение крым-татарской культуры, мира, языка, и поэтому нам всегда получается. приходится, поэтому приходится, не приходится, а поэтому есть проблемы, вопросы, когда надо сотрудничать с Меджлисом, решать эти вопросы вместе. Поэтому мы находим общий язык, и я бы не сказал, сегодня у нас как таковых противоречий, так, острого плана нет. А повседневная жизнь, она... Одна из атрибутик нации – это язык. Да. Вот в центре, полиэтническом центре, планируется ли создать что-то вроде института языка? Значит, в политическом центре будет доминировать те языки, кто там будет находиться. Но речь идет о том, что политический центр будет в Крыму. И крым-татарский язык должен выходить из рамок этих 300 или 500 тысяч крымских татар, которые есть. Если крым-татарский язык не будет выходить из рамки нашей сугубо национальной, то мы ассимилировать будем гораздо быстрее. Язык должен быть востребован другими культурами. А как это сделать? Вот, он должен быть востребован другими культурами. Значит, как он может быть востребован другими культурами? Вот вы мне сказали, значит, там будет выступать, скажем, вот наши ансамбли, там будут выступать наши ученые, там будет представляться наша история, ну, в каком-то там варианте и так далее. Таким образом, вот этот мир, ну, тюркско-славянский мир, будем говорить, который практически о нас, ну, и по сегодняшний день знает очень мизерно, так, он будет все больше и больше познавать нас. И если там будет появляться продукт, не обязательно продукт материальный, а продукт, пусть это будет интеллектуальный продукт, востребованный, интересный для мира, то он будет в центре этим представляться, и крым-татарская культура, язык будет востребован, нужен будет. Так что это, понимаете, не прямой ход, а это ход, который идет самым таким желанным способом. Вот таким сказал. По У нас поводу прямого- эфир, я предупреждаю, что мы уже завершаем, и я вот хотел бы Да. такой вопрос. Знаете, почему я задавал вопрос несколько раз о Мустафе Джемилеве, в ваших взаимоотношениях? Да. Вот его называют незаменимым лидером в политике, вас незаменимым ректором в университете. Мы такая нация незаменимых лидеров в каждой отрасли. Почему так происходит? Ну, я думаю, что незаменимых людей нет, во-первых. И Мустафа университете или в Джемилев, Меджлисе? и Мустафа Джемилев заменим, и я заменим. Это моя точка зрения. Ну, Понимаете? любопытно, Да, кем да. вы, кем Мустафа Джемилев может быть? Ну, я думаю таким образом, что сегодня Мустафа Джемилев при добром здоровье, при ясном уме, при очень хороших позитивных действиях и благодаря, мы никак этого не можем понять, понимаете, я говорю это и его оппонентам то же самое. Значит, роль Мустафы Джемилева очень высока для народа. Это надо понимать, потому что Мустафа Джемилев – это признанный лидер в мире. Он охраняем, уважаем, ценим мировым сообществом. Понимаете? И знание нас, как крым-татар, мы во многом обязаны Мустафе Джемилеву. Вы сегодня сказали, да, правильно, у меня были очень натянутые отношения в период Ющенко-Янукович. Очень натянутые были отношения. Но мы нашли язык, и мы находимся в хорошем, нормальном рабочем процессе. Поэтому пока Мустафа Джемилев в хорошем здоровье, и пока он работоспособный и так далее, никаких искусственных операций, это моя точка зрения, делать не нужно. И Мустафе тоже идти на искусственную операцию тоже не нужно. Так? Со мной, значит так, университет, есть ректора выбираемый. Каждые 5 лет ректор должен быть выбираться, и коллектив университета должен решать, значит, я могу еще работать или не могу работать. Вот об этом идет речь. И в любом случае для меня дорогинки, естественно, дорого этот университет. Это детище ваше. Это мое детище. А как сами чувствуете, готовы еще работать? И сколько лет? Вот вы как думаете, вот сейчас вот мы с вами общаемся, значит... Готово. Готов. Я считаю, что я Всегда пока, слава богу, я пока готов работать. Я готов работать. А там дальше как будет. Сага у нас. Спасибо за участие в программе. Это был ректор КИПО Февзия Кубов. Оставайтесь на нашем канале. Через несколько минут новости с Надиром Дитановым.